Но вот приближаются холода, и таджиков вновь ждут проблемы с электричеством. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что нас ожидает помимо энерголимита. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. С 1 октября в Таджикистане повысятся тарифы на электроэнергию для физических и юридических лиц, за исключением таджикской алюминиевой компании «Талка». Соответствующее постановление правительства по этому поводу было подписано еще 31 августа. Согласно постановлению правительства Таджикистана, которое было официально опубликовано только 13 сентября, население будет платить с октября 26,5 дирам за каждый киловатт-часов электроэнергии вместо действующего тарифа 22,66 дирамов. В документе говорится, что с 1 октября тарифы на электроэнергию повысятся для всех групп потребителей за исключением алюминиевого завода «Талка». В частности, промышленные предприятия теперь будут платить по 60,65 дирамов, бюджетные организации предприятия 26,5 дирама, насосные станции 9,2 дирама в летний период и 26,5 дирама в зимний период. Ранее уже звучали критические замечания от экспертов и населения, возмущающихся тем, что «Талка» получает электроэнергию по более низким тарифам, чем население и другие промышленные предприятия. Однако представители завода отвечают обычно, что они являются оптовым покупателем электроэнергии и имеют право получить электроэнергию по более низким тарифам. Наравне с «Талка» электроэнергию по льготной цене в летний период получает и будет получать таджикский металлургический комбинат. А как вы относитесь к такому повышению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В то же время, как другие промышленные предприятия с 1 октября обязаны платить по 60,65 дирамов за каждый киловатт-час электроэнергии, таджикский металлургический комбинат в летний период платит по 10,64 дирама за киловатт-часов. По официальным данным, основным клиентом таджикского металлургического завода является компания «Фарос». Журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности в своем репортаже от июня 2018 года сообщили, что компания «Фарос» принадлежит Шамсуло Сахибову, зятю президента Таджикистана. В принципе, неудивительно. Власти пока не объяснили причин повышения тарифов на электроэнергию, но ранее заявили, что действующие тарифы не покрывают затраты на выработку электроэнергии. В последний раз тарифы на свет в Таджикистане повышались в июле 2019 года. В 2020 году правительство временно запретило повышение тарифов на электроэнергию и воду из-за пандемии COVID-19. Несколько международных финансовых организаций, в том числе Всемирный банк, рекомендовали правительству Таджикистана постепенно до 2025 года поднимать тарифы на электроэнергию, чтобы поощрять рациональное использование электричества. Но одновременно эти международные финансовые институты требуют от властей Таджикистана решать социальные проблемы населения и повышать уровень зарплат и доходов, что логично. В частности, 2 года назад Всемирный банк выделил грант в размере 134 миллионов долларов для оздоровления финансового положения Баркита-Чик и заявил, что тарифы на электроэнергию в Таджикистане должны быть повышены, иначе энергохолдинг не будет финансово стабильным. Тема повышения тарифов на электроэнергию в Таджикистане является чувствительной для населения. Многие домохозяйства считают текущие тарифы неподъемными, а эти уже и представить даже сложно. И это несмотря на то, что у нас в холодный период и есть энерголимит. И этот год, скорее всего, не станет исключением, ведь о проблемах с подачей электричества стали говорить еще с лета. А вы как думаете, будет ли он? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.